Эфир АЛЛАТРА24 продолжает программа «Маек». Итак, кыргызско-китайским отношениям исполнилось 30 лет. На торжественном мероприятии, посвященном этой дате, глава государства отметил, что уровень отношений между двумя народами может служить образцом для многих стран. А за последние 30 лет достигнут значительный прогресс в укреплении двустороннего сотрудничества и развитии многопланового взаимодействия. Кыргызстан и Китай, которые веками были связаны великим шелковым путем, сегодня являются стратегическими партнерами. О зарождении и развитии кыргызско-китайских отношений мы поговорим с общественным деятелем, профессором Ишенгуль Садыковной Болджуровой. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Ишенгуль Садыковна, мы очень рады вас видеть в студии АЛЛАТРА24 в нашей программе. Вы общественный деятель, дипломат, профессор, поэтому участвовали очень во многих событиях и именно способствовали зарождению отношений между Кыргызстаном и Китаем. И очень хорошо знаете историю наших отношений, потому что она уходит далеко-далеко в историю. Мы знаем, что когда еще кыргызы были кочевым народом, да, они ездили, караваны отправляли за товарами в Китай. Вот скажите, пожалуйста, наиболее яркие, какие события истории говорят о том, что наши страны издревле взаимодействовали друг с другом? Верочка, начну с того, что еще Бартель говорил, что кыргызы являются наиболее древнейшим народом Центральной Азии. И поэтому, естественно, может быть, в наших письменных источниках это не осталось, но в китайских источниках очень много говорится о кыргызах. Первые, вот когда мы получили независимость, и когда начали изучать собственную историю, то выяснилось, что в 200 году до нашей эры уже в китайских источниках были упоминания о кыргызах и о том, что было посольство. Сейчас, вот буквально год тому назад, опять же выяснилось, потому что источники китайские открываются, письменные, что еще в X веке до нашей эры, значит, в китайских источниках есть упоминания о кыргызах и о том, что были взаимоотношения между кыргызами и китайцами. Поэтому не случайно вчера наш президент Садыр Нуркожоевич Джапаров сказал, что мы наиболее древний народ и наиболее древняя у нас история взаимоотношений между кыргызами и китайцами. И поэтому нет, наверное, в истории Центральной Азии такой страны, которая бы гордилась тем, что у нас очень большая история. А в 2002 году я сама, будучи министром образования и культуры, мы проводили 200-200-летие кыргызской государственности. Потому что вот в этих источниках, китайских источниках, говорилось о том, что некая государственность, о начале государственности говорилось. Значит, исходя из этого, из китайских источников, мы в 2002 году праздновали, как вы знаете, 2200-летие кыргызской государственности. Наши соседи где-то 500 лет отмечают, где-то 400 лет, а нашей государственности уже тогда. А если мы сейчас возьмем новые источники, то уже получается, что мы 30 столетий существуем на этой планете и сотрудничаем с Китайской Народной Республикой. Ну, раньше с империей различных царств, а сейчас уже с китайской. Был период, конечно, когда у нас не было дипломатических отношений во время Советского Союза. Ну, мы входили в общий союз, у нас был общий МИД, там были достаточно сложные, натянутые отношения, особенно когда был развенчан культ Сталина, и наступили холода между китайскими и советскими дипломатическими отношениями, вообще экономическими, политическими отношениями, потому что китайская власть не признавала, не хотела, чтобы вот Сталина довели до, низвергли с истории. Ну и были столкновения, Дамаск, вспомним, например. А что касается принятия независимости, то здесь очень интересные моменты, Вера. Я хотела бы вам рассказать. Это буквально недавно Розов Алик об этом опубликовал в открытых источниках. В 1991 году Китай тоже не очень
достаточно холодно воспринял распад Советского Союза, потому что они же были в одном лагере, социалистическом лагере. И распад Советского Союза как домино привело к распаду социалистических стран в Европе, в Азии. И такая сила, которая равновесила бы вместе с Китаем капитализм и социализм, она исчезала. И поэтому Китай оставался один на международной арене, противопоставляя это капиталистическому строю. Поэтому достаточно сложно они восприняли развал Советского Союза, как и все, наверное, граждане Советского Союза. И была такая история. Они долго не признавали некоторые страны, но хотя с точки зрения дипломатии, вообще китайская дипломатия считается наиболее древнейшей, наиболее мудрой, наиболее стратегически рассматривающей не 10 лет, а столетия. Знаете, это отличительно. Это от Конфуция, это философия Конфуция. Ну, в общем-то, и в газетах пишут, что их отношения даже к собственным недрам, они тоже рассчитывают их на столетия. Столетия. Простите, что я Да, это перебила. совершенно правильно. И вот по данным Розова, в 93-94 годах, значит, прибывали сюда журналисты Жемин-Жибао, это их центральная газета ЦК Компартии Китайской Народной Республики, для того, чтобы взять интервью у президентов молодых республик, независимых республик. И наиболее, если мягко говорить, наиболее приветливое отношение встретили в Кыргызстане, потому что везде было некое, не то что соперничество с Китаем, а некий страх, что будет, потому что у нас советская история показала некие охлаждения отношений между советско-китайскими отношениями. И потом, в 1996 году, состоялись первые визиты руководителя Китая в Центральную Азию. Это Цзянь Цземинь, вот, я считаю, один из выдающихся деятелей Китайской Народной Республики. И журналист, очень ответственный журналист Жемин-Жибао, он смог взять интервью только у Аскара Акаева. И вы знаете, он очень образованный, знающий историю человек. И там вышла целая полоса в Жемин-Жибао, статья о Кыргызстане, о истории, о наших взаимоотношениях, о экономике, о будущем. Хорошо ведь говорил первый президент. И когда Цзянь Цземинь приехал в Центральную Азию, он сперва был в Казахстане, где его очень холодно встретили достаточно, потому что руководитель этой страны намеревался быть лидером центральноазиатских республик, достаточно холодно. А потом в августе 1996 года Цзянь Цземинь прибыл со своей супругой в Кыргызстан. Но здесь была полнейшая дружба, любовь, так скажем, и сотрудничество. И впервые в 1996 году был подписан договор о сотрудничестве. Настолько был хороший прием, что те, кто видели этот прием, они вспоминают, что Цзянь Цземинь вместе с первым нашим президентом пели подмосковные вечера, потому что он тоже выпускник был московского вуза, хорошо знал русский язык. И они были восторжена встреча, официальная встреча председателя КНР в Кыргызстане. И это очень сильно отличило от тех встреч. И знаете, последствием чего явилось? Просто поразительно. Благодаря вот этому очень хорошему приему, дружескому приему, у нас развились такие рынки, как Дордой и Карасу. Потому что в 96-х годах, вы помните, очень высокая нищета, если говорить, бедность, колхозы, совхозы, заводы распались. Очень большой процент был неработающих. И вот в это время Китай открыл свои границы, свои товары для Кыргызстана.
То есть это благодаря договоренности лидеров двух стран? Да, стран. лидеров, хороших отношений. Ведь ни Узбекистан, ни в Казахстан они не открыли таких путей своих товаров, как Кыргызстан. Это первое. Второе, Кыргызстан стал членом ВТО. И для Китая это было очень полезно, потому что через Кыргызстан уже шли товары, через Дордой, Карасу, в Узбекистан, Таджикистан, шли в Россию и так далее. Поэтому личные отношения, я думаю, и в политике, и в дипломатии, они играют очень-очень хорошую, важную роль. И мне очень приятно, что вчера, выступая в своей речи, наш президент очень тепло и хорошо отзывался о нашем сотрудничестве и говорил о том, что это сотрудничество будет развиваться и в системе, как в ШОСа, где выдвигаются, и мы поддержали. В принципе, вообще ШОС начался с Кыргызстана, вы помните? Это шанхайская пятерка вначале была, кроме Узбекистана, вот пятерка. Она начиналась, идея была у нас, в Кыргызстане. А потом уже в Ташкенте Узбекистан присоединился к шанхайской пятерке, она так и называлась, шанхайская пятерка. И потом это стало в Ташкенте шанхайской организацией сотрудничества. И очень важно то, что у нас между Кыргызстаном и Китаем более 200 различных договоров. Это межгосударственные, это межправительственные, межведомственные, межрегиональные договора. И я думаю, что нам время, когда снова пересмотреть эти договора, посмотреть и, может быть, дальше развить, потому что вчера был намек на такой момент, что Кыргызстан будет развивать китайские учреждения или там организации, которые работают в Кыргызстане, и надо, видимо, это пересмотреть. Но наши отношения очень разносторонние в любой области. Вот в 2002 году мы проводили, почему я говорю участник, потому что вот когда в 2002 году состоялся ответный визит нашего президента, это была большая делегация, и я тоже входила в эту делегацию как министр культуры и образования, и мы с министром образования Чен Чжэньли Китая подписали договор о взаимном признании документов. И вы знаете, тогда обычно официально делегация делится, бывает 2-3 дня, а тут наша делегация была 5 дней. И вот тогда был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это, пожалуй, первый договор в Центральной Азии, подписанный с Китайской Народной Республикой. На торжественном собрании, посвященном 30-летию кыргызско-китайских отношений, речь зашла о реализации других новых инвестиционных проектов. Скажите, пожалуйста, вот какие инвестиционные проекты вы бы отметили, которые уже реализованы в нашей стране, и какие будут реализованы и будут иметь большую перспективу именно для развития экономики нашей республики, потому что, в общем-то, для нас это сейчас очень важная, главная задача, но Китай – это одна из великих экономических держав мира, и она готова помогать нашей республике. Спасибо, Вера. Дело в том, что вы правы. Китай сейчас стал второй мировой державой как по экономическому развитию и информационным технологиям. И какая заинтересованность в Кыргызстане? Вы знаете, наши границы граничат где-то около 900 километров. Это граница наша с Кыргызстаном, с Китаем, Китайской Народной Республикой. Это первое. Второе. Вот сколько я встречалась с послами, работая министром, вице-премьером, у них в политике, многосторонней и стратегической политике, у них один лозунг. Мы хотим по границам, чтобы государства были стабильность и развитие. Понимаете?
Это еще и при Цзиньцзипине была вот эта идея о том, что все соседние государства, соседствующие с Китаем, они должны быть стабильны и развиты. И нынешний председатель КНР развил эту идею в проекте «Один пояс, один путь». Но что касается, да, он является не только главным инвестором для Кыргызстана, он инвестор и для Таджикистана, многих стран Центральной Азии, многих, даже африканские страны сейчас получают очень большие инвестиции с Китая. И не случайно вот в этот проект «Один путь», «Один пояс, один путь» вошли уже, он был в 2013 году объявлен как новая парадигма международных отношений, где очень много развивающих стран, а Китай хочет подтянуть эти развивающие страны. Он понимает, что нужно помогать развивающим странам подняться на ноги, потому что без развития этих стран вот эта миграция, терроризм, экстремизм, оно так и будет развиваться, так и будет огнем вспыхивать локальным там. И вот эти потоки мигрантов, которые ищут лучшую жизнь, это будет развиваться. А вот в этой проекте «Один путь», «Один пояс, один путь» это как раз разрабатывается проект того, чтобы помочь развивающим странам поднять свою экономику, свою инфраструктуру, чтобы места для работы были местного населения, и чтобы местное население вышло на устойчивое развитие. Да? На устойчивое — это уже саморазвитие этих государств. Поэтому этот проект очень интересный, очень важный. Он начался в 2013 году, и кыргызское правительство поддержало одним из первых. Это больше политический или экономический проект? Это экономический проект. Это, ну, можно сказать, это смесь политического, экономического, инвестиционного. И не случайно сразу же был создан и банк, азиатский банк экономического развития, как реконструкции, инициаторами которых выступил Китай. И вот они пытаются в духе древней шелкового пути, самой философии Великого шелкового пути, что это путь мира, добрососедства, торговли, взаимной торговли, взаимного развития. Вот это вот и есть особая китайская дипломатия или что-то еще? Да, и вот я же говорю, что вот эти послы, они всегда говорили, что нам нужна стабильность по границам, нужна стабильность в мире. И если будет стабильность в мире, то будет развиваться Китай. Мы же понимаем, когда бедный сосед и богатый сосед — это всегда противоречие, это всегда возможность возникновения каких-то непредвиденных обстоятельств. И поэтому китайская многолетняя, многовековая философия, которая основывается на Конфуции, свидетельствует о том, что нужно добрососедские отношения и сотрудничество, и вот против разделения. И поэтому у них возникло и во время ШОСа, вы знаете, которая, я уже говорила, что ШОСовская пятерка, шанхайская пятерка возникла, идея возникла в Бишкеке, а потом она вылилась в Шанхайскую организацию сотрудничества. Так вот, эта борьба с трех злами — терроризм, экстремизм и сепаратизм — это тоже основа, ну, основа того, чтобы на этой базе создавать экономическое, чтобы борьба с этим терроризмом, экстремизмом, сепаратизмом, она одного корня. А для того, чтобы это ликвидировать, нужна экономическая помощь, инвестиционная, развитие экономик в этих странах, чтобы, опять повторяю, чтобы народ работал там, жил в своих странах, развивал свои страны, взаимное сотрудничество, но никакой гегемонии и никакого диктата. Вот удивительная политика Китая именно в этом заключается, что они не предполагают гегемонию или диктат, что нужно жить так, а показывать, какие возможности можно в тех или иных странах найти.
И поэтому большие инвестиции они дают всем странам. И у нас тоже более миллиарда долларов Китай инвестировал в Кыргызстан. И вот, как вы говорите, это проекты, конечно, уже давние проекты. Это проекты и по электроэнергопередаче, это Датка Кемин. Это большинство больших инвестиций они вкладывают в дорожно-транспортную сферу. Мы благодарны, да, им за это, потому что в Кыргызстане появились хорошие дороги, трассы, которые связывают сейчас например, север, юг. Бишкек-Балыкчи, это тоже. Конечно, там можно говорить разные трактовки давать, но тем не менее, это чем развитие социальной инфраструктуры, транспорт, тем больше взаимоотношений, тем больше торговых отношений, тем больше экономического развития. Поэтому, а что касается сейчас, то один из важных проектов, на наш взгляд, который играет хорошую роль для развития Кыргызстана, это уже давно пропагандирующая, давно обсуждаемая, это дорога, железная дорога Китай, Киргизстан, Узбекистан и дальше в Европу. Мне кажется, это неплохая идея, потому что мы можем вывозить свои товары в европейские страны. У нас уже есть много фермеров, много бизнесменов, которые уже работают над экологическими продуктами. Вот мы видим эти продукты в Европе, в Японии видим. И почему бы нет? Это развитие. Но немножко печальная инвестиция в нашу бишкекскую ТЭЦ, которую они инвестировали, но кыргызы сами с коррупционными вещами немножко подпортили, да? Автомобильная дорога север-юг, предполагается, достраивается, да, уже очень даже. Ну вот интересно, что вы сказали, что Китай один из первых, кто пришел на помощь Кыргызстану в развитии экономики, когда мы стали независимы. Китай один из первых протянул руку помощи, когда случилась пандемия, да? Да. Мы получили вакцину такую долгожданную, которая защищает нас сейчас от COVID-19. В общем-то, сотрудничество развивается многовекторно. То, что касается культурно-гуманитарного сотрудничества, ведь там тоже проходит очень много интересных мероприятий. Да, вы знаете, я с собой принесла книгу Либая. Мы в 2002 году провели 1300-летие со дня рождения выдающегося поэта вообще мирового значения Либая. Это, я считаю, что тоже как бы один из очень хороших культурных проектов для Кыргызстана, показывающих, что наши отношения были еще с древнейших времен. И мы перевели их стихи, проводили очень большую международную конференцию. А в 2002 году начали уже вводить китайский язык в школах республики. Сейчас уже в 2017 году открылась первая школа в Бишкеке на китайском языке. Институты Конфуция. Кстати, институты Конфуция – это не только право Кыргызстана, но и практически во всем мире. И в России есть эти институты, в Казахстане, в африканских странах очень много институтов Конфуция. Это философия добрососедства, доброго отношения. Это изучение китайского языка, традиции, обычаи. В свою очередь, изучение традиций, обычаев тех народов, в которых есть институт Конфуция. Это для меня, в общем, было восторженным то, что мы смогли, мы увидели то, что они создают многосерийные фильмы про Манас, оперу Манас. Это с такими эффектами, с такими преимуществами. Мы еще считаю, что в их пятилетних планах развитие, такое мощное развитие Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. Это для нас очень хорошо, потому что и вчера в докладе
нашего президента звучала идея о том, что мы будем, мысль, тезис о том, что мы будем сотрудничать. Да, если этот синьцзянский, уйгурский область будет развиваться, то это и нам хорошо, потому что любая область, мы же видим, когда рядом развивается, это очень хорошо. Ну и потом, вы знаете, Китай – это единственная страна, в котором проживает большая диаспора кыргызов. И там есть Кыргызский автономный округ, или как там называется, проживающие там кыргызы. Правда, в 1954-1956 годах большая депортация была в Кыргызстан. В Кыргызстан, Советский Союз, кыргызов, которые когда-то, в какие-то времена, в 1916 году, позже перекочевали в Синьцзянь, Уйгурскую автономную область. А там же, но сейчас до сих пор остались. Знаменитый Мамай, Манасчи, который издал, по-моему, около 15 томов Манаса. То есть я думаю, что в национальной политике Китая тоже преобладает развитие национальных культур, национальных традиций, национальной истории, сохранение их языка, потому что даже будучи ректором Бишкекского гуманитарного университета, к нам приезжали кыргызы, проживающие в Китае, они хорошо знали язык. И как историк, как ученый, я могла бы сказать, что вот такие автономно проживающие диаспоры за рубежом, они сохраняют чистоту языка. И на их основе мы можем изучать этот язык. Так же, как, например, немцы в свое время, Германия в свое время изучала немецкий язык проживающих в Таласе, потому что они как бы консервируют этот язык. Это очень интересная вещь. И, конечно, вот «Один пояс, один путь» — это сейчас формируется, так скажем, и продвигается новая модель международного сотрудничества и развития. И уже 150 стран, по-моему, или даже больше, и более 30 международных организаций вступили в этот проект. И если он будет осуществлен, и она охватывает почти 62% населения нашего мира. Представляете, вот этот проект охватывает. Поэтому, как я уже сказала, в 2013 году мы одними из первых поддержали этот проект. Огромное вам спасибо за интервью. Было очень интересно услышать о том, какой является дипломатическая политика Китайской Народной Республики и как развиваются отношения между Кыргызстаном и Китаем. И они на сегодняшний день являются одними из самых лучших. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы беседовали с общественным деятелем, профессором Ишенгуль Садыковной Болдюровой. Оставайтесь на Ало-24. Всего доброго.